Больше 80% вынесенных постановлений и свыше 42 миллионов рублей наложенных штрафов – таковы итоги работы Чувашского управления антимонопольной службы за 9 месяцев этого года. При этом, как отметил сегодня на встрече с журналистами руководитель ведомства Вячеслав Борисов, в целом число жалоб на нарушение антимонопольного законодательства в республике в последние годы снижается. С января по сентябрь 2019 их поступило на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом свыше половины заявителей указывают на нарушения со стороны органов власти. Больше 20% жалоб касается проведения торгов. 11% обратившихся в антимонопольную службу недовольны действиями монополистов. Так УФАС усмотрела нарушение в действиях одной из таких организаций – компания «Экоцентр» регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Как отметил Вячеслав Борисов, предпринимателям при заключении договора на вывоз мусора навязывались невыгодные условия расчета стоимости услуги. Антимонопольная служба направила рекоператору предупреждение, правомерность которого затем подтвердил арбитражный суд. Рекоператор исполнил наши требования, включил типовой договор о том, что предприниматели вправе выбирать условия договора или же по формуле, то есть по площадям, по нормативу, когда рассчитывается объем вывозимых отходов, или же по фактическому образовавшемуся, то есть по контейнеру, который у них установлен по размерам контейнеров. Также благодаря вмешательству ФАС возможность оплачивать вывоз мусора, исходя из его фактического объема, теперь есть и у тех предпринимателей, которые работают в нежилых помещениях многоквартирных домов, а не только в отдельно стоящих зданиях. Еще одна проблемная сфера, где нередко выявляются нарушения антимонопольного законодательства – это рынок пассажирских перевозок. По словам Вячеслава Борисова, есть случаи, когда свидетельства перевозчикам выдаются без проведения торгов на обслуживание маршрутов, или же торги проводятся формально, а условия контракта затем выполняются не полностью. Например, вместо заявленного транспорта средней вместимости используются микроавтобусы. Перевозчик должен привлечь для оказания своих услуг пассажиров определенный вид транспорта, средней, большой вместимости и ряд других условий, то что транспортные средства должны быть новые. Однако, несмотря на это, перевозчик не выполняет взятых на себя обязательств, а Минтранс не обеспечивает надлежащий контроль за исполнением перевозчиками своих взятых на себя обязательств.